Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 20. Чингисхан отказался от двойного стандарта. Вся наша планета сегодня просто замучена двойным стандартом. Я хороший, другие плохие. Моя религия самая хорошая. Моя нация самая хорошая. Моя страна самая хорошая и великая. Земля уже до того измучена нарзаном двойного стандарта. Сколько же можно поддаваться этому маразму самолюбования и величия? 800 лет тому назад Чингисхан отказался от двойного стандарта. Надо уважать все религии, не предпочитая ни одну из них. Я ем то и одеваю то, что есть и одевает простой пастух. Уважайте стариков и бедных. Существует равенство. Каждый человек работает столько же, сколько другой. Нет различия. Никакого внимания не уделяется богатству или значимости. Он, Чингисхан, запретил им есть что-либо в присутствии другого, не приглашая его разделить пищу. Он запретил любому человеку есть больше, чем его товарищи. Чингисхан разделил людей только на две части: на подлых, злых и несправедливых, и на благородных, справедливых и правильных. Он уважал и поднимал только честных людей. Мир еще придет к Чингисхану. Чингисхана еще в недавнем прошлом сравнивали с Гитлером. Данное сравнение показывает, насколько мы не знаем Чингисхана. Хе-хе. Если бы Гитлер родился в эти времена, он был бы не жилец. Один из законов Чингисхана Яса прямо гласит: кто врет с намерением, тому смерть. Гитлер всегда врал. И всегда с намерением. Во время Чингисхана Адольфа Гитлера за систематическое и намеренное вранье повесили бы на первом же попавшемся суку. Чем отличался же Чингисхан от Гитлера? Тем, что Чингисхан стоял на двух человеческих ногах и, молниеносно опустившись на 4 ноги зверя, уничтожал тех, кто стоял на 4 ногах зверя, разных человеческих шакалов, мошенников и жуликов, и возвращался на 2 человеческие ноги. Чингисхана невозможно сравнять с козой-провокатором Гитлером, который вовлек за собой миллионы немцев в бойню Второй мировой войны. Кстати, коза-провокатор. Есть такая официальная должность в скотобойнях. Должность, заметьте, не для человека. Должность для скотины. Да, чтобы заманить овец и вселить им уверенность при входе в скотобойнях и мясокомбинатах, на спецпайке держат специально обученную козу. Ее хорошо кормят. Коза-провокатор ведет стадо овец в ворота бойни. Сама же выходит оттуда через специальный проход, который ей оставляют. Чингисхан говорил то, что думал, и думал то, что говорил. И вообще, Чингисхан ненавидел ложь и запретил врать. Кто врет с намерением, тому смерть. Гитлер говорил: совесть придумали евреи, и поэтому он освобождает своих подчиненных от химеры совести. Хе-хе. Совесть – это всеобщий закон природы. Евреи подчиняются этому закону, как и все остальные народы. Евреи – один из счастливых народов мира, как и мы все. Или один из несчастных народов мира, как и мы все. Ничем евреи от других не отличаются. Отличаются они стремлением к знаниям, предпринимательством, сильными родственными связями и самой древней национальной общиной мира, закрепленной уставом, то есть религией.
Однако, как говорит великий народ Чукча, что хотят евреи? Хотим же и мы. Посмотрите, как евреи поддерживают друг друга. Говорим мы друг другу: англичане и французы, немцы и русские, татары и остальные народы. Все мы евреи, скажем, перефразируя Ильфа и Петрова. А вот недавно я посмотрел кино о евреях. У них, оказывается, нет того света. Есть у них тот свет. Только ада у них там нет. Вместо ада чистилище. А от тюркско-татарского чиста, между прочим. Короче, евреи верят в те же сказки, что и остальные народы мира. Миром и народом управляют старые сказки. А вот совесть – это и есть один из всеобщих законов природы. Об этом долго думал немецкий мудрец Иммануил Кант. «Я не знаю, откуда звездное небо надо мной и мораль во мне». Так приблизительно сказал этот человек. Люди, не имеющие совесть, уничтожаются или самоуничтожаются. Таков закон. Гитлер сам попал под колесо этого закона всемирного тяготения к Богу и небесам. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.